Цифровизация становится неотъемлемым элементом развития всех сфер жизни общества, в том числе и системы образования. Через 5 лет главный вуз республики СВФУ полностью должен стать цифровым университетом. Что это означает и готовы ли кадры, студенты к этой трансформации, какие риски при этом существуют, мы сегодня обсудим с руководителем Центра проектов и практик СИДИО Томского университета Сергеем Орловым и заведующим лабораторией наук о больших данных и проблемах общества Томского университета Вячеславом Гойко. Вячеслав, Сергей, я вас приветствую. Добрый день. Да, здравствуйте. У меня сразу первый вопрос. Каковы приоритетные задачи цифровизации образования, в частности, высшего образования в стране? В первую очередь цифровизация должна помочь создать индивидуальные образовательные траектории для каждого студента, для каждого слушателя, чтобы образование стало персонализированным и адаптивным для каждого конкретного человека. Да, ну причем, когда мы говорим про университеты, надо понимать, что есть такая шутка, что если средневекового человека отправить в будущее в наше время, то самое комфортное место, где ему будет находиться, это будет как раз университет, потому что за последние 200 лет университет особо не изменился. Если мы говорим про университеты, то сейчас в рамках цифровизации у нас стоит 3 задачи. Первая задача – это снижение издержки и повышение эффективности. Вторая задача – это университеты должны научиться зарабатывать деньги, как хотим мы этого или не хотим. Ну и третья задача – мы должны научиться экспортировать наше образование вне России. Вот эти 3 задачи, которые вы назвали, когда должен пройти этот переход, за сколько лет, какой срок даете вы? Вообще по России 5-10 лет? Ну, ситуация такая, что на самом деле бегут все, бежит весь мир, и кто в современном промышленном, 4-й промышленной революцию, да, то есть в современном мире, кто быстрее совершит этот скачок, тот и займет лидирующее положение в мире. Ну, вы, скорее всего, много путешествуете по России. Вообще, как оцениваете технологичную и инфраструктурную готовность вузов в нашей стране? Знаете, самое главное в вопросах и цифровизации, и развития образования – это в первую очередь команда людей. Это готовность людей, которые готовы меняться, готовы менять это образование. А технологическая, инфраструктурная, она пойдет за людьми. Потому что в первую очередь, то есть это пока не основное? В первую очередь это люди, в первую очередь это команда, которые делают эту цифровизацию, трансформацию университета, потому что люди понимают, что они делают. А вы как считаете? Ну да, я с Сергеем абсолютно солидарен. У нас вообще университет это такое... Ну, университет, в первую очередь, не стены, это люди. И наш ректор Эдуард Владимирович Голожинский всегда любит это повторять, и мы с ним абсолютно согласны, потому что можно настроить красивые здания, затащить туда очень дорогое оборудование, но если у вас не будет людей... толка не будет, да, абсолютно. Насколько кадры и студенты, раз вы говорите, что главное это люди, насколько они сейчас готовы к этому процессу? Ну, если мы говорим про студентов, то студенты живут в цифровую эпоху, в цифровом мире, для них это естественный процесс, то есть они этому не сопротивляются. А вот когда мы говорим про преподавателей, то там здесь уже сложнее, да? Намного сложнее. А у преподавателя главный страх, что его заменят. Поэтому он считает, что если у него придет онлайн-обучение, то он станет не нужен, например. А в то же время цифровизация подразумевает, что мы у человека забираем рутинную работу, а преподавателю оставляем время для творчества. Как бы это наша основная идея. Да, я полностью поддерживаю, потому что, опять же, в современном обществе и в будущем, в связи с развитием технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, рутинные операции, они будут заменены. И самое главное, что остается для людей, это творчество, все, что связано с созданием нового, чего до этого не было. Я бы сказал, что современная молодежь, современные студенты и школьники особенно, они на 100% готовы, потому что они родились с кнопкой уже на телефоне, да. И самое сложное сейчас, в том числе для образования, это трансформировать культуру людей, чтобы люди, которые дают это образование, давали его качественно в соответствии с молодежью. Получается, что в ближайшие годы могут появиться новые требования к преподавателям, да, при их подготовке? Они появляются с каждым годом все новые, новые, новые. Они дальше будут появляться и дальше будут ускоряться. А не получится ли так, что преподаватели, так скажем, уже возрастные, да, они могут лишиться работы в связи с этим процессом перехода к цифровизации? Знаете, это все зависит от человека. Насколько человек сам готов меняться. Вот у нас есть наш общий
учитель Эрнст Рафаэль Шрайгер, который в Томском университете, он много лет был деканом, и он идет всегда в ногу со временем. со временем, то есть он все новые технологии осваивает, и это зависит от человека в первую очередь. А если не секрет, сколько ему лет? Но я думаю, не секрет, ему 80. Здорово. А вот как при онлайн и оффлайн образовании повышать его эффективность? Ну, если мы говорим про онлайн-образование, то тут надо понимать, что рядом с вами не стоит педагог, учитель, и вас не мотивирует. Поэтому кардинальное отличие в том, что вы должны один на один быть там, с монитором, с компьютером, с чем угодно. И здесь основная задача стоит в том, чтобы увеличить вовлеченность человека, его мотивацию к обучению. Потому что самая большая проблема именно с онлайн-образованием – это то, что большинство людей не заканчивают обучение. Я там на своем личном примере на многих курсах, которые я проходил в онлайн, я не дошел до конца. Хотя у меня была высокая мотивация, я сам выбирал это, но мне не получилось дойти до конца. В оффлайн образовании, как вы правильно сказали, здесь основная задача, как трансформировать, то есть у нас происходит цифровая трансформация педагога, преподавателя. Но здесь, да, существуют многие риски, то есть главное во всей этой истории вместе с вводами не выбросить ребенка. Потому что мы сейчас говорим про цифровую трансформацию, строим там компетенции, основной профиль и так далее. Но самое главное, что система работает. А сейчас мы ее можем в одно мгновение сломать. Вот самое главное этого не допустить. А вот что нужно сделать, чтобы этого не допустить как раз-таки? Ну, сейчас университеты экспериментируют. Университеты, они очень осторожные, и, наверное, в этом отношении это очень правильно. Есть много экспериментов. Я думаю, в каждом университете есть несколько экспериментов. И сейчас мы наблюдаем, какие из экспериментов являются успешными. Например, в Томском государственном университете мы в 2016 году запустили проект по поиску абитуриентов и определению их образовательных интересов с помощью данных социальных сетей. Дело в том, что когда ребенок приходит в приемную комиссию, университет о нем ничего не знает. Он к вам пришел, заполнил некоторую анкету, принес портфолио и сертификат ЕГЭ. Собственно, все. У нас была очень простая гипотеза о том, что если мы добавим данных, то мы сможем более персонифицированно подходить к каждому ребенку, и это повысит их успеваемость. У нас вот этот проект в университете ведет Артем Фещенко, и как показал его опыт, что у нас получилось. То есть эти люди приходят более мотивированные, и они лучше учатся. Тут тоже мы, конечно, приемную комиссию не заменим, но это классный инструмент поддержки именно приемной комиссии. Вот получается, это своего рода будет такая некая конкуренция, да? Вот как региональным университетам в этом выжить, скажем так? Ну, да, с региональными университетами здесь мы тоже региональный вуз, да, и конкуренция, конечно, страшная. Самое главное, что от нас уезжают таланты. То есть очень тяжело замотивировать ребенка, что, например, там вуз в Якутии или вуз в Томске – это хороший вуз. Для них хороший вуз может быть только в Москве и Санкт-Петербурге. Ну, так бывает, да. А я бы добавил, знаете, что в современном мире ситуация конкуренции уже должна уходить в прошлое, потому что наиболее актуальные форматы работы – это сетевые форматы, когда вузы объединяются, вузы или другие образовательные учреждения объединяются вместе с научными институтами, вместе с промышленностью для того, чтобы создавать более качественный контент, более качественные образовательные программы, именно индивидуализированные под каждого конкретного человека. Вот в настоящей ситуации, как мы приехали в Томский государственный университет, мы вместе с Северо-Восточным делаем здесь образовательную программу. У нас сетевой формат. И я считаю, что это за сетевым форматом будущее. Потому что в современном мире, когда все бежит вперед, 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 невозможно все сделать самому. Нужно объединяться и делать что-то общее. Получается, сотрудничество вместо конкуренции. Конечно. А вот можете более подробно рассказать о проекте с нашим университетом и Томским университетом? Да, мы приехали и делаем общеобразовательную программу «Управление, основанное на данных». Это программа повышения квалификации для госслужащих, которая призвана внедрять в государственное управление, основанное на данных. Что это такое? Когда принятие решения о каких-то объективных ситуациях, о строительстве учреждений, о строительстве дорог, оно принимается не с учетом того, что какой-то конкретный человек решил, что здесь надо, а на основе данных, на основе анализа объективной ситуации на дорогах, на основе анализа социальной сферы, на основе анализа
готовности инфраструктуры для там, детских садов и так далее, и так далее. И решение, принимаемое на основе данных, это такой принцип, что когда решение принимать не нужно, когда решение становится очевидным. И именно это инструмент в государственном управлении может позволить как раз повысить эффективность управления и создать более качественную среду для окружающих людей. Ну, мы уже немного говорили об этом, о том, какие трудности будут возникать при возникновении перехода, так скажем, к цифровизации образования. Вот как мы их должны преодолевать? Ну, смотрите, да, если мы говорим про образование, то в первую очередь образование кому-то нужно. То есть, в первую очередь это нужно бизнесу. И когда мы спрашиваем бизнес, а что, собственно, вам нужно, они говорят, нам нужен образованный человек с фундаментальными знаниями. А мы тут выстраиваем компетенции, какие-то профиль человека. А тут некоторое противоречие между тем, что хочет бизнес и что мы сейчас делаем. То есть тут вот бизнес тоже трансформируется. И, как показывает наша программа, и госслужащие трансформируются. И надо отдать должное вашим коллегам в смысле того, что они очень смелые люди. У нас есть команда юристов, которая, по большому счету, хочет лишить себя работы. То есть они делают сервис, который во многом заменит их работу. Но они не боятся этого, то есть вызывают уважение большое. Ну и в завершении очень коротко, каким вы видите образование будущего? Ну, тут надо помечтать, да. Но у нас с Сергеем есть дети, и поэтому, в первую очередь, конечно, когда мы говорим про образование, я думаю не о себе, а как бы о своих детях. Да. Но хотелось бы... У нас сейчас система выстроена как сито, то есть мы отсеиваем самых лучших, и они куда-то уходят дальше. Вот все университеты пытаются немножко ситуацию изменить, то есть чтобы ценен был каждый человек. И именно для каждого человека найти, собственно, то, где он может быть успешным, где он может быть счастливым. Я надеюсь, что, вот, собственно, у нас это получится, и наши дети станут чуть-чуть счастливее, чем мы. Ну, в общем, это то же самое, что индивидуализация образования, потому что в будущем, когда вырастут наши дети, все образование уже должно стать индивидуализированным. То есть у каждого ребенка будет своя образовательная траектория, и он сам построит то, что ему нужно, то, что ему хочется. И я бы очень хотел, чтобы для моей дочери мы как университетские преподаватели, сотрудники, построили то образование, которое будет для нее максимально ценным, максимально полезным. Сергей, Вячеслав, огромное спасибо за интересную беседу. Приезжайте к нам в Якутию еще раз. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Мы говорили о цифровизации образования. Не переключайтесь.